Интинцы принимают активное участие в благотворительной акции по сбору и отправке гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Жители округа продолжают собирать все самое необходимое, что может пригодиться бойцам из Республики Коми и Инты. В конце прошлой недели в ДСАФ была сформирована очередная партия гуманитарного груза для мобилизованных интинцев, участвующих в специальной военной операции. Для того, чтобы помочь нашим мужчинам, воюющим на спецоперации, жители Инты приносят вещи, что-то из съестного, и мы все это отправляем. Отправляем это примерно 2 раза в месяц. Каждая отправка около 100 килограмм, то есть вот было 3 отправки, получается, что около 300 килограмм отправили. Сейчас готовятся 2 отправки, они все разнообразные по содержанию. Каким-то отправкам есть требования, каким-то нет требований. Сейчас ближайшая отправка у нас через Ухту. Ухтинские волонтеры подхватывают наши коробки и вместе со своим грузом отправляют на границу к Белгороду. Там волонтеры перехватывают дальше и уже распределяют по частям. Попадает интинцам, попадает в другие регионы. Мы рады, что любому солдату это окажет помощь, содействие. Наши открытки расходятся по всей России. Мы очень благодарны всем людям, кто участвует в передаче, приносят вещи, передаче наших посылок. Большую помощь в формировании посылок, их комплектовании, упаковке и отправке Интинской ДСАФ оказывают волонтеры и добровольцы, люди, которые хотят и могут оказать посильную поддержку. Союз женщин Республики Коми присоединился к волонтерской деятельности с первых дней специальной военной операции. Мы, Союз женщин города Инты, присоединились недавно к этой акции. Мы сейчас оказываем волонтерскую помощь, помогаем собирать посылки для наших бойцов. Сами лично каждая из нас, оказали материальную помощь нашим бойцам. На сегодняшний день мы формируем посылочки, которые, надеемся, к Новому году поступят в воинские части, и наши ребята порадуются и увидят теплоту нашей души и рук. Представители Союза женщин Инты присоединились к помощи. Волонтеры не только помогли подготовить к отправке очередную партию груза, но и сформировали 5 посылок для наших защитников, которые ими лично будут отправлены по почте в именную роту Республики Коми. Посылки укомплектовали теплыми вещами, предметами гигиены, медикаментами первой необходимости, перевязочными средствами и продуктами питания. Также в каждую посылку положены письма от детей с поздравлениями с Новым годом и добрыми пожеланиями. В каждой посылке стараемся класть лекарства, теплую одежду, витамины, консервы, тушенка, сгущенка. И надеемся, что к Новому году это принесет для них радость, и бойцы, когда получат, и душу согреет, и тело согреет. В формировании груза участвуют как предприятия и организации муниципалитета, так и образовательные учреждения города, ребята из воскресной школы и простые жители Инты. Любой желающий может передать в пункт сбора помощи то, что считает необходимым для отправки солдатам. Подключился весь город, организаций очень много, что даже перечислять сложно. Общеобразовательные школы пишут письма, делают подделки. Мы обязательно каждому бойцу, который уходит из Инты, передаем эту подделочку в рюкзачок, чтобы она лежала где-то под рукой. Также отправляем их в отправках на фронт. Естественно, наши дети очень рады, и письма душевные. Получаем из наших сел и поселков, и деревень. Вот сегодня из Одевового мы получили большую посылку. Распределим это и отправим дальше. Хочется большое сказать спасибо всем подключившимся. Приходят неоднократно пожилые люди, которые хотят помочь, готовы чем угодно, словом добрым, приносят крестики, приносят иконы. Я думаю, что все это принесет только пользу. В Инте работа по сбору и адресной отправке всего необходимого для мобилизованных будет продолжена. Напомним, пункт сбора помощи размещается на базе Интинской ДСАФ.